No, Franz Ferdinand, когда покупал этот замок, это было в году 1887, он купил этот замок из-за того, что здесь были большие охотничьи участки, много зверей, дичи в лесах. И потом, когда он от года 1896 стал тоже наследником престола австро-венгерской монархии, после смерти его двоюродного брата, единственного сына императора Франца Йозефа I, кронного принца Рудольфа, то потом, когда стал наследником, он уже подготовлял этот замок как свой семейный замок. По заказу Франца Фердинанда здесь в конце XIX века произошла большая перестройка, модернизация, реконструкция всего замка. В течение этой перестройки они здесь провели водопроводы во всем замке, сделали канализацию. Тоже здесь, как в первом замке в Чехии, от года 1898 начали использоваться электричеством. Здесь была у них такая гидроэлектростанция. Здесь была кухня в замке, конечно. У Франца Фердинанда был французский повар. И здесь готовили дичь, потому что он часто стрелял, здесь часто готовили дичь. No, Franz Ferdinand byl strastným охотником, on любил стрельбу, любил охоту, и по спискам его егров, его адъюнктов, Franz Ferdinand за всю его жизнь застрелил 274 889 штук дичи. Стрелял в своих охотничьих участках монархии, австро-венгерской монархии, to значит в Австрии, стрелял тоже в Чехии, во Венгрии, стрелял по всей Европе в гостях, куда его призывали. Эти призывки были всегда связаны с какой-то стрельбой, охотой. Все знали его это большое увлечение, такую страсть его. Стрелял тоже во время его путешествия вокруг мира. Это путешествие осуществил в годах 1892 и 3. И в течение этого путешествия, кроме огромного количества, например, антилоп, тоже застрелил 12 индийских тигров, 3 слона в Шри-Ланке, несколько крокодилов в Северной Африке. На большой картине, которую в году 1900 нарисовал венгерский художник Josef Arpad Kopaj, супругу Franz Ferdinanda, графиню Софию Chotek. В году 1900 у Софии было 32 лет, и в этом году она выходила замуж за Франца Фердинанда. Franz Josef I, император австро-венгерской монархии и дядя Франца Фердинанда, сначала не хотел дать разрешение, разрешить их брак, потому что София была для Габсбургов от низшего, от графского рода, она была неравнородная для Габсбургов. Разрешил брак император в году 1900, брак Софии Chotek и Franz Ferdinanda разрешил лишь в году 1900 под условием так называемой ренунциации. Franz Ferdinand byl должен 3 дня до брака во Вене подписать такую присягу, ренунциацию. Он подписал, что узнают свой брак неравнородным, называли такой брак марганатический брак. Супруга Franz Ferdinanda заботила за замком, за хозяйством замковым, заботила за детьми, за их воспитанием. Она любила читать. Здесь в замке около 15 000 штук книг в замке. Она тоже любила фотографировать. В году 1902 родился сын Max, который на столике на левой фотографии, направо потом Ernst, который родился в году 1904. Franz Ferdinand в качестве генерального инспектора армии австро-венгерской монархии уехал в конце июня 1914 года в Боснию на маневры, как на инспекцию этих маневров. В конце маневров потом была такая торжественная езда городом Сараево, и в течение этого конца маневров сербские анархисты, сербская анархистическая организация «Черная рука» осуществила террористический акт на Франца Фердинанда как наследника престола австро-венгерской монархии.
To покушение совершил сербский студент Gavran Princip, который начал стрелять на автомобиль Franz Ferdinanda, который остановился около тротуара, на котором он стоял. Сначала прострелил дверь машины, эта пуля попала в живот Софии, супруги Franz Ferdinanda. И у нее появилось большое кровотечение, и она умерла через минуты две. И вторая пуля потом попала, которую он выстрелил, попала в горло Franz Ferdinanda, который умирал еще минут 15, и умер после Софии минут 15. Потом ночью до 28 июня 1914 года у них еще сняли смертные маски. И во время этого меняли пулю, которая убила Sofию. Пуля, которая убила Franz Ferdinanda, ему осталась в горле, и она с ним похоронена в замке Arstetten, где у них семейный склеп. Děti potom žili здесь, v tom zámce. Ежедневно заботился за dětmi jejich vоспитатель. To byl svěšeník Otto Stanovský, doktor teologie, i jejich těťa. To byla mladší sestra Sofie Chodkovoj, матери детей. Дети здесь прожили Первую мировую войну. Тоже, когда возникла Чехословакия в году 1918, они здесь еще жили. В 1919 году в новом государстве в Чехословакии началась подготавливать национализация Габсбургского имущества, тоже этого замка Konopiště. И дети потом в году 1919 были должны переселиться из замка. Сначала переселились в замок Děčín, который принадлежал их опекуну Jaroslavu Hohensteinu. И потом мальчики переселились в Австрию, они начали учиться в вузе, и София вышла замуж в году 1920.